Всем привет, и с вами важная персона Александра Озгард. И да, я сейчас затрону кое-какую тему, на которой у меня будет очень-очень сильно полыхать мой пуканчик. Если вы беременная мать, либо ребенок, которому нет 18 лет, либо еще хуже, вы очень любите детей, лучше закройте этот ролик, потому что у вас будет очень сильно рвать жопу от того, как у меня рвет жопу. И перед просмотром этого ролика я хочу вам порекомендовать канал Вики. Вика устраивает различные свидания-розыгрыши в своей машине, на которых происходят разные безумства. Драка с гопником, свидание с парнем, который оказался извращенцем, пранк с лесбиянкой и многое другое. На канале Вики ты сможешь найти очень много интересных роликов, поэтому переходи по ссылке в описании, либо где-то жми на экран. Итак, сегодня мы поговорим, точнее я, сама с собой подискутирую на такую тему, как «Я же матери», или «Я же матери», или «Я же мать». Я думаю, похуй. Нет, я не собираюсь хайпиться на этой теме, хотя кому я рассказываю об этом? Короче, вкратце. Я буду размусоливать тему о том, как я ненавижу детей. А еще больше дур-мамаш, которые понарожали в свои 15-16 лет из-за писончика и потом рвут свою жопу о том, как они обожают своего ребеночка годовасика Тугасерю. Потому что я ненавижу молодых мамаш, которые не могут воспитать своего ребенка в силу своего возраста и блядского характера, когда пизда еще просит в писотов. Был у меня один такой пример. И даже не один пример, у меня таких до хрена и больше. Одна маленькая девчушка, которой, видимо, мать не рассказывала, что нельзя смотреть и пялиться впрямую просто, или в тупую, или как это еще назвать, на чужих людей и рассматривать их с ног до головы, она этим и занималась. Вы скажете, что это все из-за моей яркой внешности, я скажу нет, потому что она смотрела не только на меня, но еще и на Диму, и на остальных, кто сидел в автобусе. Господи, ёб твою мать, дай мне силушки и здоровьечко. Ладно, если бы ей было лет 5, но ей было минимум 12. То есть, вы понимаете, мозг ее уже, начал как бы расти, там, впитывать как губка информацию, то есть она не мыслит как какой-то даун. И несмотря на то, что я даже ей в ответку пялила в глаза. Мне просто Дима рассказывал, что если ты пялишь на других, когда они пялят на тебя, они от тебя сразу отворачиваются. К сожалению, это не помогло. Хотела еще сказать кое-что об этом долбоебском популярном паблике «Я же мать». Господи, как меня заебала эта блядская реклама просто в каждой группе. Скажите, пожалуйста, нахуя из этого делать культ? Ненавидишь ты «Я же матерей», ненавидь себе их. Зачем создавать и посвящать целые группы этому? Так к тому же еще и группа с половиной выдуманных историй. Теперь о самом главном, о теме. Раз вы зашли на этот ролик, вам, значит, не хватает мяса от Озгард. Сейчас он меня начнет бомбить. Сразу предупреждаю, если вы ожидали, что я сейчас в этом ролике буду читать посты из этого долбоебского паблика, простите, но нет. Потому что здесь я буду Стоп! Возвращаемся к теме. А то я постоянно в своих планах говорю и говорю. В далеком-далеком королевстве, где жила маленькая будущая важная персона, как-то раз ей нужно было сделать справку о том, что она здорова как конь. В один прекрасный день ей оставалось пройти только эхо. Но не тут-то было. Она долго стояла в очереди с двумя давними знакомыми, с которыми очень хорошо общалась. И тут вдруг приходят ведьмы со своим прицепом. Они спросили, кто последний в очереди? И, конечно, последней в очереди стояла я. И угадайте что? Давайте, угадайте. Что они, блядь, сделали, а? Правильно, блядь, они начали говорить, мол, ты нас пропустишь. Даже не там, типа, девушка, может, вы нас пропустите, я тут как бы с ребенком, а его там нужно покормить, усыпить или что-то еще. Нет, это только в мечтах. Они меня просто поставили перед фактом, мол, ты нас пропустишь, потому что у нас ребенок на руках. Мол, мы молодые, можем подождать. Фух, блядь, ваш ребенок тоже молодой и может подождать, пока я схожу.
не состариться. Они типа не понимают, что они забирают время у подростков, у меня как бы учеба. И тут заходит вдруг девушка в кабинет, которая стояла передо мной в очереди. Я сразу к двери, чтобы потом, когда она выйдет, сразу забежать. Но нет, она вышла через минуту-две и сразу, блядь, пулей влетела мамаша со своим ребеночком. Что-то бормоча себе под нос. И похер, что у меня учеба, и похер, что мне в талоне было написано время, и похер, что я на это долбоебское эхо пытаюсь попасть дебильных 2 дня. Похер. Главное, что пропустила, точнее даже не пропустила, она в наглую прошла. Мамаша с ребеночком. Теперь вторая история. В этот раз будет не мамаша, а папаша. Да, папаша тоже бывает ебанутый, вы что, не знали? Теперь вы знаете. Сидела я как-то раз в маршрутке на первом месте, то есть одинарное место прямо возле двери. Мне тогда было около 13-14 лет, может даже и 12, скорее всего 12. И надо мной стоял папаня. Такой по виду алкашня лет 40. Сразу видно, что он живет в какой-то халупе. Его сынуля лет 10-11. На меня папаша начал нагонять. Хули это я пялюсь в телефон и не пропускаю его сынулю. Блять, простите, я как бы успела только время посмотреть, а дальше просто любовалась своим прекрасным отражением. Что ему уже не нравится. Ну и в итоге, из-за того, что я, блядь, культурный человек, да, я культурный человек, я уступаю места, если на меня начинают нагонять, а не срусь, мне пришлось его пропустить. Да. И похер, что у меня была огромная сумка с книгами тяжелыми. И похер, что мы с его сынулей были однолетками почти. Переходим к истории 3. Это было совершенно недавно, около полумесяца назад. История о том, как своей мамке было просто вдоль и поперек насрать на свое маленькое чадо. Я сидела в парке со своим другом Димой и наблюдала такую картину. Мамка стоит и базарит со своим другом, в то время как ее маленькая дочь лет 5-6 бегала по лестнице и по спуску для колясок, делая разные финты. И, конечно, она звала свою маму показать, как она умеет что-то делать. Мамке было похуй один раз. Она давай ее снова звать, уже крича. Мамке было похуй во второй раз. И она уже начинает 3-й раз кричать: «Мама, смотри, как я умею». Маме в 3-й раз было похуй. Но в итоге, как вы думаете, что случилось? Ребенок наебнулся, а мамке было похуй, она так этого и не заметила. Хорошо, что ребенок ничего себе не сломал и не плакал. Но он наебнулся так хорошо, с метра. И когда разговор окончился, она забрала свою дочь и упиздовала не знаю куда. Вот и скажите мне, нахрена рожать детей, если вы, блядь, не можете за ними следить? Потому что, блядь, Бог дал зайку, даст лужайку? Или может потому что дети — это цветы жизни? Разве что на твоей могиле. Или же, может, дети — это самое большое счастье? Нет. А что тогда? В общем, на этом я заканчиваю свой ролик, а вы мне напишите в комментарии, как вы относитесь к этой теме «Я же матерях», либо «Я же батях», или как их можно назвать. Ну, то есть напишите там, относитесь вы к этому хорошо или относитесь вы к этому плохо. Ну, а если вы не знаете, что на это ответить, просто напишите, как звать вашего кота или собаку. И с вами была важная персона Александра Осгард. Всем котиков, компотиков и до скорой встречи.